Ну и теперь возвращаемся к событиям в Казахстане. Я напомню, накануне в городе Актабе, бывшем Актюбинске, боевики атаковали магазины с оружием и воинскую часть. Силовики начали в городе антитеррористическую операцию. Она продолжалась всю ночь. Подоплеку событий изучил мой коллега Роберт Францев. Подробности в программе «Факты». События развивались стремительно. Захват оружия, нападение на воинскую часть, и в течение считанных часов нападавшие обезврежены. Но сама новость из традиционно спокойного Казахстана уже стала настоящей неожиданностью. Официальные власти квалифицировали случившееся не иначе как теракт. Эту версию в качестве основной используют казахстанские силовые структуры. В Актюбинской области был введен режим контртеррористической операции. Весь личный состав органов внутренних дел страны переведен на усиленный вариант несения службы. По внутриказахстанской шкале опасности произошедшее потянуло на красный уровень угрозы. Этот уровень устанавливается при наличии информации о совершенном акте терроризма, а также подтвержденной информации о возможном совершении повторного теракта. На время его действия силовики получают право на личный досмотр любых подозрительных личностей. Возможно ограничение в движении транспорта. Все спецслужбы приводятся в состояние полной боевой готовности. На данный момент ситуация стабилизирована, проходят следственные мероприятия. В настоящее время в Актюбинской области введен режим контртеррористической операции. На усиленный вариант несения службы переведен весь личный состав органов внутренних дел страны. Обстановка, хочу отметить, в городе Актюбе стабильная. Предприятия и общественный транспорт работают в обычном режиме. Итак, что же именно всколыхнуло размеренное информационное поле Казахстана? События развивались следующим образом. Преступники начали действовать в воскресенье во второй половине дня. Их первыми целями стали два магазина – оружейный «Паллада» и охотничий «Пантера». Собственно, оружие и было их основной целью. Затем террористы выдвинулись к войсковой части Нацгвардии Казахстана. Там они также пытались добраться до оружейной комнаты, но военные им этого уже не позволили. Если мы посмотрим на карту, то хорошо заметен разброс этих точек, их удаленность друг от друга от одного конца Актабе фактически до другого. После того, как нападение на войсковую часть было отбито, уже силы правопорядка перешли в наступление и начали охоту за преступниками. К понедельнику сообщалось о 18 погибших, 12 террористов, 3 гражданских и 3 силовиках. Ну и чуть-чуть подробнее о самой войсковой части. Эта часть за номером 6656 относится к подразделениям Нацгвардии Республики. Численность состава порядка 570 человек. То есть силы экстремистов и военнослужащих явно были несопоставимы. И вряд ли можно предположить, что целью нападавших была именно расправа над военными. Единственное, на что они могли надеяться, это опять-таки захват оружия. Только уже более серьезного, чем в охотничьих магазинах. Мы теперь знаем, как они собирались, как договаривались и как пошли. В первую очередь они хотели завладеть оружием в первом, потом во втором магазине. Потом с целью завладения более серьезным оружием они пошли в войсковую часть Национальной гвардии. Сам город Актабе, бывший Актюбинск, областной центр, находится на западе Казахстана. Если посмотреть на карту, это примерно в 110 километрах от границы с Россией. То есть это около часа езды от Оренбургской области. Ближайшие крупные российские населенные пункты – это, собственно, Оренбург и Орск. Актабе достаточно крупный по казахстанским меркам город, 5-й, если быть точнее, по численности в стране. По последним данным, его население составляет около 450 тысяч человек. Национальный состав традиционный для Казахстана – 76% казахи. Русские чуть менее 17% и 6% другие национальности. Доминирующая конфессия ислам. Следующим по числу последователей является православие. В общем, в принципе, картина для Казахстана абсолютно привычная. Чего точно нельзя сказать о случившемся. Главный вопрос, кто же стоит за этим нападением. Буквально через несколько часов после того, как часть террористов была уничтожена, а часть задержана, МВД республики объявила главную версию того, кто же стоит за этим терактом. Согласно официальной формулировке, речь идет о радикальных приверженцах нетрадиционных религиозных течений. В
ходе ночных оперативно-поисковых мероприятий при задержании и оказании сопротивления сотрудниками полиции были ликвидированы еще 5 преступников и 2 задержаны. У преступников изъята большая часть похищенного оружия. Личности всех преступников, причастных к совершению разбойных нападений, установлены. Мы предполагаем, нападавшие являются радикальными приверженцами нетрадиционных религиозных течений. Принимаются меры по их розыску и задержанию. Казахстанские силовики обращают внимание еще на такую важную деталь. Дерзкое нападение было совершено накануне священного для всех мусульман месяца Рамадан, что даже для экстремистов, если они называют себя верующими, неприемлемо. Поэтому нападение могло быть не иначе, как актом отчаяния. Экстремисты предчувствовали готовящееся задержание. Правоохранительные органы и спецслужбы в Казахстане действительно очень плотно работают по линии экстремизма. Ведется тщательный мониторинг, в частности, гастролеров, желающих присоединиться к запрещенному ИГИЛ. По данным Комитета национальной безопасности Казахстана, таких насчитывается около 300 человек, причем порядка 200 из них – это члены семей, то есть женщины и дети. Все они известны чуть ли не поименно. На начало 2016 года в отношении граждан, принимающих участие в иностранных военных конфликтах в составе международных террористических групп, заведено 205 уголовных дел. Ведется и профилактическая работа. Так, за последние годы заблокировано более 1000 экстремистских сайтов. В Казахстане еще с 2013 года работает целая госпрограмма по противодействию религиозному экстремизму и терроризму. В рамках этой программы ведется регулярный мониторинг газет, интернет-ресурсов. Они проверяются на предмет призывов к экстремизму. Отдельно прописана необходимость вести разъяснительные мероприятия в школах, на местном уровне, в городах и селах. Отдельное направление – работа в среде криминального элемента, то есть в различных тюрьмах и колониях. Кроме того, предусмотрен и индивидуальный подход, профилактические беседы с людьми напрямую, с теми, про кого известно, что они склонны к различным проявлениям экстремизма. В плане противодействия терроризму Казахстан тесно взаимодействует и с Россией, в частности, по линии ОДКБ. На состоявшемся 26 мая в Ереване совещании руководящего состава органов внутренних дел была достигнута договоренность о подписании соглашения о совместном противодействии новым криминальным вызовам. В их числе, наряду с международной преступностью и наркоторговлей, особняком стоит и в том числе терроризм. Дополнительные меры по борьбе с этой угрозой будут обсуждаться уже 8 июня, также в Ереване на очередном заседании ОДКБ. События в Актабе показали, что экстремизм и терроризм являются глобальной угрозой, от борьбы с которой никто не может оставаться в стороне. И очевидно, что Россия и Казахстан, как ближайшие союзники, будут наращивать тесное сотрудничество по такому важнейшему вопросу.